Раннее утро, а на улицах столицы уже кипит работа. Коммунальные службы столицы наводят порядок до того, как проснулись первые жители города и туристы. 6 часов утра. На смену утреннему дождю приходит солнце. Улицы Сухума еще пусты, но коммунальная спецтехника уже на дежурстве. В любую погоду строго по графику специалисты расчищают ливневые стоки, моют тротуары, стригут и поливают газоны. Главная задача – сделать так, чтобы к пробуждению жителей и гостей столица выглядела безупречно. Работает, значит, 14 единиц техники в городе. Это то, что касается именно мусороуборочных работ. Далее у нас есть МУП благоустройства, далее у нас есть МУП «Зеленый город», у них тоже 10 единиц техники. У водоканала у нашего тоже достаточное количество техники. Уборка проходит в несколько этапов. Сначала сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Затем в дело вступает поливомоечная техника, а следом специалисты по озеленению. Серьезную дополнительную нагрузку создают завалы строительного мусора, который приходится вывозить в оперативном порядке. У нас ввиду того, что в летний период производится много ремонтных работ, к сожалению, наши жители зачастую не хотят вызывать контейнеры для реализации строительного мусора и выносят строительный мусор к нашим площадкам контейнерным, также мебель старую, и это нам составляет дополнительную нагрузку, и хотелось бы, чтобы с пониманием к этому относились и пользовались услугами, которые администрация предоставляет. Особое внимание визитной карточки города, недавно отреставрированной набережной. За этой зоной сотрудники муниципальных предприятий благоустройства и «Зеленый город» следят тщательно. В летний сезон нагрузка возрастает в разы, поэтому дежурить приходится практически круглосуточно. Вывозим бытовой мусор на полигон. Бывает такое, что наши машины не глушатся, меняются водители, и в круглосуточном режиме мы занимаемся уборкой территории. Много общественных зон, за которыми нужно присматривать, косить, подчищать, много сухих веток. В общем, работа идет в полном объеме и в постоянном режиме, и руководство города контролирует постоянно лично глава города постоянно на контроле держит ситуацию в городе. Несмотря на усиленный график, коммунальщикам сегодня приходится решать и форс-мажорные задачи, в частности, справляться с перебоями в поставках топлива. Президент дал поручение топливным компаниям, чтобы в первую очередь наши коммунальные службы обслуживались. У нас были проблемы, значит, с техникой. Нам правительство в прошлом году тоже помогло приобрести мусороуборочную машину. Мы сам город приобрел несколько мусороуборочных машин, и все это в совокупности дает нам возможность держать наш город в чистоте и порядке. Тем не менее, несмотря на сложности, в администрации заверили, спецтехника и коммунальные службы продолжают работать, чтобы столица страны встречала каждый день чистой и уютной. Гугуца Вардания, Заур Ильев, Абхазское телевидение.